Обсудить проблемы и возможные пути их решения, а также перспективы развития образовательной сферы Галского района. Основная цель рабочей поездки министра просвещения и языковой политики в приграничный район Абхазии. В рамках визита Иналгаблия и представители отдела образования районной администрации посетили городские школы. Министр осмотрел состояние зданий и классных кабинетов, а также ознакомился с материально-технической базой учреждений. Иналгаблия, заместитель главы Галского района Беслан Эмурхба, а также методисты и заведующие районным отделом образования обсудили задачи, которые сегодня стоят перед РОО. Специалисты поделились своими успехами и достижениями, а также рассказали о существующих проблемах. По подготовительным группам у нас нет единой программы, и каждая школа, каждый учитель работает по своей какой-то индивидуальной программе, и мы вот работаем над ее разработкой. По 9 классу по всему району возникла проблема, потому что вот издательство Ладыжинское уже закрыли, и вот переходим на Бархударова, и вот что касается этого вопроса, мы просто запрос уже сделали. Если будет обеспечение вот этими учебниками, это будет очень хорошо. И плюс с 9 по 11 класс по литературе учебники хрестоматии уже лет 10, наверное, постоянно мы говорим, но никак не смогли пока добиться, чтобы мы это получили. В ходе встречи обсуждались основные направления учебной деятельности. Говорили о роли мастер-классов и тренингов в повышении квалификации педагогов. В этом году мы прошли курс переквалификации. Курс переквалификации английского языка с русским языком, потому что у них есть барьер при преподавании английского языка. Ну, мы прошли этот курс, мы записали. У них была проблема перевода с русского на английский. Учителя знают английский язык, у них проблем с этим нету, но при переводе вот сложности возникают у них. Затем министр просвещения и языковой политики обсудил проблемы школьных и дошкольно-образовательных учреждений с руководством района. В рамках совещания Иналгаблия сообщил, что учебный год начнется, как и положено, 1 сентября. Правда, если санитарно-эпидемиологическая ситуация будет оставаться стабильной и количество заболевших COVID-19 не увеличится в разы. 1 сентября мы надеемся, если ситуация будет стабильная и распространение вируса будет минимально, мы готовы открывать школы, детские сады. Если численность будет резко увеличиваться заболевших, то мы, соответственно, приостановим процесс и будем следить за развитием ситуации. Сейчас у нас есть 3 садика в Сухуме, где заболели родители. И сейчас мы будем тестировать всех детей. Остальных детей из этих семей оставляем дома. И будем наблюдать. После встречи со специалистами отдела образования Галского района министр просвещения и языковой политики посетил и детский сад «Адзык» в городе Очимчира, где проходил праздник. На мероприятии также присутствовали представители администрации Очимчирского района. Кугут Савардания, Абхазское телевидение.